Добрый день, уважаемые педагоги и родители! Лепка из пластилина не только интересное, но и весьма полезное занятие. Сегодня мы с вами попробуем слепить из базового элемента шар несколько предметов. А для этого нам необходимо любой пластилин или соленое тесто, стеки, вилка, ложка, палочки для суш и ножницы. Для начала мы скатаем базовый элемент шар. Для этого мы возьмем две наших ладони и начинаем скатывать. Как только мы скатали наш шар, мы его кладем на одну ладонь, а вторую ладонь прижимаем. Затем начинаем его приплющивать с помощью указательного и большого пальца, чтобы получилась вот такая большая лепешка. Чтобы лепешка была ровная, мы ее можем придавить ладонью на столе. И с этой стороны. Можно также использовать скалку. Затем мы берем, слегка вытянем наш кружок и вот эти две части складываем. Затем скручиваем вторую часть вот таким образом. Далее сгибаем и слегка вот так прижимаем. Здесь мы можем использовать вилочку. Нажимаем, наносим оттиск. Это у нас будет хвостик. И здесь мы вот так слегка вытягиваем, оттягиваем. Это будет клюв у нас. Клюв мы можем разрезать. Можем разрезать стекой, а можем просто, если ваши дети хорошо пользуются ножницами, то можно разрезать. Это будет клюв. Так, теперь возьмем нашу птицу и начинаем надрезать. Угу. Так, следующим этапом будет изготовление глаз и гребешка. Чтобы сделать глаза, мы возьмем стеку и нанесем оттиск для глаз. Затем берем белый пластилин, скатываем и вставляем в наше отверстие. Можно даже его прижать стекой. И со второй стороны также. И прижимаем стекой. Затем черный пластилин, чуть-чуть поменьше размером, также наносим и стекой прижимаем. И с другой стороны. Угу. Для гребешка мы будем использовать красный цвет. Также мы скатаем базовый элемент шар. Затем его слегка приплющим и ставим на гребешок. Наш маленький цыпленок готов. Чтобы слепить из базового элемента шар рыбку, мы должны смешать два цвета. Мы взяли лимонный цвет и розовый. Итак, смешаем его и начнем скатывать в шар. Шар мы скатываем между двух ладоней. Как только мы скатали шар, мы его сплющиваем между двух ладоней. Сплющиваем ладонями и с помощью большого и указательного пальца начинаем разглаживать нашу лепешку. Чтобы она была, поверхность у нее была ровная, мы ее можем прижать на столе с помощью ладони. И с этой стороны также. Вот так. Затем
Дайте ребенку выбрать, какая же сторона ему больше нравится, какого цвета он хочет больше видеть в своей рыбке, розового или желтого. Если есть неровности, ничего страшного. Мы берем нашу лепешку в виде круга и складываем ее сначала на две половинки. Все-таки я вот так, наверное, разверну. А потом еще на две половинки. Вот так. Затем я возьму вилочку и нанесу оттиск. Так. 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 И так. Возьму стеку или ножницы и сделаю вот такие надрезы. Затем указательным и большим пальцем я сделаю прищипы. Это мы сформируем хвостик нашей будущей рыбки. Угу. Здесь ребенок может сформировать хвостик с помощью двух пальцев, но у взрослого более большие пальцы мы можем использовать палочки для суши. Вот так мы зажимаем. Угу. Так. Затем возьмем ложку и нанесем оттиск головы нашей будущей рыбки. Затем вот этой частью наносим оттиск чешуйки. Плавнички верхние мы нашей рыбки можем надрезать сверху. Вот таким образом. И нижнюю. Глаз также сделаем оттиск. Затем белый цвет. Скатываем шарик. Наносим и вставляем с помощью стеки. Вот прям туда его. И сверху синий можно или черный, только более меньше размера. Так, и с помощью стеки его вставляем. Ротик наш мы надрежем. Вот так. И рот слегка приоткроем. Наша рыбка готова. Наши герои готовы. С помощью мультипликации мы оживили золотую рыбку. А что из этого получилось, мы вам предлагаем посмотреть дальше.